Говори. Яхмахет дадутся. Слово «мама» из уст 13-летней Раяны для нее и ее мамы целое событие. Девочка с рождения страдает ДЦП, парализованы нижние конечности, правая сторона, туловище, лицевые мышцы. Врачи поставили Тамилу Ведзижеву перед фактом: ваша дочь никогда не сможет разговаривать. Однако, несмотря ни на что, мать твердо верит, что Раяна обязательно пойдет на поправку. У меня 7 сейчас детей. Раяна 3 по счету. Но она из двойни. С ней была еще одна девочка. Она у меня умерла на 2-е сутки после рождения. Девочка родилась, она недоношенная, 7-месячная. Кило 400 всего была при рождении. Вот ее выхаживали, лечились. Но по воле Аллаха она осталась вот в таком состоянии. Ну, мы с ней не унываем. Ничего, Алхамдулилля, все будет хорошо. Многодетная мать все силы и средства вкладывает в занятия с Раяной. Первые результаты не заставили себя ждать. Врачи уже и не верили, но девочка начала писать, выговаривать некоторые слова, самостоятельно кушать и даже помогать маме по хозяйству. Это, кстати, любимое занятие Раяны – готовить и мыть посуду. Девочка учится на дистанционном обучении, однако практически изолирована от ровесников. В родном селе Бекович у нее также нет друзей. Помимо братьев и сестер, лучшим другом для нее стала уполномоченная по правам ребенка. Ее визита девочка ждет больше, чем любой праздник. Все, договорились. Долгожданная встреча, как всегда, сопровождается объятиями и играми. Больше всего Раяна любит собирать конструкторы и рисовать. Однако в будущем себя художницей не видит. Несмотря на столь ранний возраст, девочка трезво смотрит на жизнь и выбирает профессию с учетом своего недуга. В будущем хочет стать нотариусом, да? А почему? Она говорит, сидячая работа, говорит, я могу их нотариус. Я говорю, а почему не швеей? Она мне говорит, ты что, мама? Говорит, чтобы швеей быть, обе руки должны работать. Говорит. Несмотря на то, что у Заримы Чахкиевой сотни подопечных, она старается каждому найти индивидуальный подход. Быть в первую очередь другом и наставником. Ведь рядом с такими детьми, как Раяна, трудно остаться равнодушным к их судьбе, делится уполномоченная по правам ребенка. Государство оказывает таким детям финансовую помощь и все остальное до 18 лет. После 18 лет об этих детях уже как-то забывается. Поэтому я как-то сама пытаюсь уделять этим детям больше внимания. Месяц один раз посещаю эту девочку, потому что она действительно очень живет далеко. И как-то мы с ней в социальных сетях постоянно переписываемся, общаемся, как бы все время. Эта девочка тоже у меня как бы на контроле, и все время с ней общаемся. Она очень позитивная девочка, и вот последнее время уже как-то она уже взяла себя в руки, уже начала уже внятно, нормально разговаривать, уже речь уже понятна, уже знаем, что ей необходимо, что ей нужно. Сама научилась писать смс-ки, пишет мне, каждое утро пишет «доброе утро», каждую ночь пишет «спокойной ночи». Пришло время расставаться, но Раяна отпускать свою подругу не хочет, только надо, ведь в нашем регионе сотни детей, стоящих на учете, и всем им нужна поддержка. Следующая семья, которую навещает Зарима Чахкиева, из Малгобека, самая старшая в семье 20-летняя Мадина. 7 детей росли без отца, а 3 года назад, с тех пор, как мать семейства лишили родительских прав, на плечи старшей сестры Мадины легла забота о 5 братьях и сестре. Хрупкая девушка, пожелавшая остаться за кадром, своими силами содержит целую семью, снимает квартиру, занимается домашними делами, помогает младшим с уроками. Сделать старшую сестру опекуном было единственно верным решением, признается уполномоченная по правам ребенка. В противном случае ребят пришлось бы разлучить. Опекун справляется, она действительно молодец, все время, когда что-то непонятное, консультируется с нами, постоянно посещает общеобразовательные учреждения, где дети посещают школу. А так вроде бы да, справляется. Ну, естественно, мы ее одну не оставляем, все время оказываем ей помощь, особенно органы опеки и попечительства, все время эта семья на контроле. В этот раз семью навестили представители управления образования. Младшие братья учатся в выпускном классе коррекционной школы в селении Нижние Очелки. Ребятам пора определяться с выбором будущей профессии. А вот 15-летняя Диана серьезно задумалась о профессии повара. Однако девочки напоминают, что в регионе сейчас востребованы другие специальности. Предложили ей швейное дело попробовать, потому что в дальнейшем человек может просто зарабатывать деньги, открыв свое частное дело, ателье. Вот так как-то направить, потому что семья большая,
она будет помогать своим братьям. Для этих детей представители социальных служб порой единственная опора в жизни, у кого можно узнать не только о своих правах, но и спросить совет. Хади Добрива, Амина Бокова, Сурху Кусиев, Новости 24.